все самое важное и интересное за ту неделю. 500 000 за бесплатные окна. В Ухте задержана группа мошенников. Рейды и собаки. В ухтинской администрации прошла еженедельная планерка. Бег во имя благотворительности. Ухтинцы пробежались для сбора средств. О работе огнеборцев в праздник пожарные познакомились с профессией школьников Ухты и праздник спорта. На Водном прошли соревнования для воспитанников Спарты. Подробности прямо сейчас. В Ухте полицейские задержали группу, которая продавала несуществующие оконные конструкции, оформляя кредиты на пенсионеров. Как сообщает МВД по Коми, установлено, что 6 мужчин и 1 женщина арендовали офис в центре Ухты. Они разработали мошенническую схему. Ездили по населенным пунктам Коми и заходили в дома местных жителей, делая акцент на пожилых. Рассказывали пенсионерам из Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского, Сосногорского, Княжпогосского и других районов, что их фирма проводит акцию. Бесплатно ставят пластиковые окна и балконные конструкции. Убеждали поучаствовать в выгодной акции. Затем предлагали подписать договор о якобы безвозмездном оказании им услуг. Правда, в документах все же значились определенные суммы, на которые большинство потерпевших, в основном пожилых, не обращали внимания. После подписания документов оконщики уточняли, что какую-то часть денег все-таки придется заплатить. В одних случаях цена составляла от 10 до 30 тысяч рублей, в других до 200 тысяч. Когда заказчики говорили, что у них нет денег, специалисты фирмы предлагали рассрочку платежа и беспроцентную суду. Используя сведения из паспортов, злоумышленники оформляли на потерпевших займы по 36% годовых. После исчезали, не выполнив обязательств по договорам. Пострадавшие начали обращаться в полицию. Все 7 подозреваемых задержаны, заключены под стражу. 5 из Ярославской области, 1 из ближнего зарубежья, женщина, уроженка Прилузского района. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой. Предварительный ущерб потерпевшим от липовых мастеров составил 560 тысяч рублей. На данный момент в деле насчитывается 11 потерпевших, но, вероятнее всего, это число будет расти. В администрации Ухты прошла еженедельная открытая планерка. По традиции о проблемах и выполненных работах рассказали управление и ресурсоснабжающие организации. Так тепловики отчитались за предыдущую планерку. Обошли все теплосети, выявили неизолированные участки и отправили фотоотчет в управление ЖКХ. Утеплить трубы должны за летний период. О ремонте коммуникаций рассказал и Ухта-водоканал. Всего строительство сетей водоснабжения, водоотведения с начала года, то есть за 5 месяцев, 1308 метров, из них 830 метров – это капитальный ремонт, затем 171 метр – это платные услуги для различных организаций и частных лиц, и 307 метров проложено по инвестиционной программе, по Нагорному. Активные работы ведутся и по благоустройству муниципалитета. По озеленению отчитался Горзеленхоз. Они уже пикировали 24 тысячи цветов. Часть из них высадили в открытый грунт на улице Пушкина, а также в поселке Водный. Идет и работа по мелкому ремонту дорожного полотна. Ямочный ремонт на Яге сейчас делаем, это Октябрьская, Советская. Покрасная лестничная конструкция была проведена на Яге, улица Шахтинская. Посадка акации на проспекте Ленина. Покос травы на юбилейной 30 лет октября, Советская и Синякова 50% покосили. Покраска ограждения на Заводской, барьерное ограждение на Авиационной. На данный момент рисуем столбы, указания разметки на Ленина, также на путепроводе и потом Ухта-Дальний. Но, несмотря на улучшение внешнего вида города, не обходится и без проблем. Управление по делам ГО и ЧС информировало, что в муниципалитете снова активизировались безнадзорные собаки. Обращения в ЕДДС с такой проблемой участились. Также начальник управления отметил, мы снова приросли в статистике по коронавирусу. За предшествующую прошедшую неделю фиксируется все-таки подъем роста заболеваемости COVID-19. Мы получаем еженедельную развернутую сводку от территориального отдела Роспотребнадзора, из которой видим, что рост
идет, рост реальный. Поэтому было проведено специальное совещание с организациями и структурами, которые привлекаются к рейдовым мероприятиям. Значит, в организации транспорта, в организации торговли, сферы услуг были направлены письма о необходимости помнить о том, что есть указ главы Республики Коми, вводящий определенный запрет, он остается действующим. Владимир Полуянов сообщил, что на территории Ухты участятся рейды по соблюдению ограничений. Напомним, соблюдение мер безопасности проверяют в торговых точках, а также общественном транспорте. Так что откладывать маски с приходом лета не стоит. В минувшее воскресенье на набережной Газовиков прошла акция, объединившая благотворительность и пропаганду здорового образа жизни. Она стала не первой в своем роде. Клуб любителей бега «Ухта Раннерс» провел такую еще в марте. В этот раз к организации объединение подключило и местный молодежный совет. Это будет небольшой кросс длиной в 5 километров. И каждый, кто сегодня пришел, мог внести символическую сумму в поддержку специализированного учреждения «Дома ребенка». На собранные деньги, это порядка 2000, общественники хотят закупить необходимые расходники для малышей, оставшихся без попечения родителей. Это влажные салфетки, подгузники и присыпки. Также главный организатор акции Максим Бобровский анонсировал еще один свой проект – плогинг. Его основная цель – объединить бег и экоактивизм. Проще говоря, это сбор мусора во время пробежки. Таким образом, ухтинец хочет привлечь к активному времяпрепровождению как можно больше горожан, а заодно и сделать город чище. 1 июня на территории 21-й пожарно-спасательной части прошли открытые показательные выступления огнеборцев. В День защиты детей пожарные пригласили к себе в гости школьников с детских площадок, чтобы в реальности показать свою работу. Сегодня у нас в гостях ребята из лагерей, которые с сегодняшнего дня начали свою работу. Поэтому мы хотели бы открыть такой летний период таким праздником. В первую очередь мы хотели бы привлечь ребят, к вопросу соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Такая профориентированный такой подход. Ну и вообще это всегда интересно и полезно. Несмотря на дождик, ребятам на территории части продемонстрировали, как пожарные поднимаются на высоту по автолестнице, чтобы спасти пострадавшего, которым по традиции стал манекен Яшка. Также при школьниках надули так называемый куб жизни, специальное приспособление для самостоятельной эвакуации людей с высоты. Также было деблокирование пострадавшего, то есть проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии. Было организовано боевое развертывание, также личным составом 21-й пожарно-спасательная часть и установка лестницы штурмовки, трехколенной лестницы. А еще школьникам показали, как подается вода для тушения. Но не обошлось и без прямой профориентации. Пришедшим в гости подросткам дали возможность побыть на минутку на месте огнеборца, поработать с пожарным стволом непосредственно при подаче воды. В поселке Водный на базе спорткомплекса «Спарта» прошел спортивный праздник для воспитанников секций. Посвятили мероприятие Дню защиты детей. Изначально хотели провести еще во вторник, 1 июня, но тогда подвела погода. В четверг лето вернулось в наши северные широты, и на зеленом поле «Спарты» собрались все юные спортсмены. Основная задача этого праздника, как отметил директор спорткомплекса, отвлечь ребят от их видов спорта, весело провести время и показать, что качественный отдых – это не принятие допингов, а активность и здоровье. Здесь боксеры, борцы, таэквондисты, футболисты, лыжники, те, кто еще не разъехался. Сегодня футбол – самый такой, наверное, демократичный вид спорта. И лазертаг и стрельба на точность из страйкбольного оружия. Проверим, как они умеют стрелять.
Как умеют стрелять воспитанники «Спарты», почти сразу же показывает юная Таня Носова. 7-летняя спортсменка всего год занимается тэквондо. А вот бить по мишеням из пневматической винтовки не пробовала ни разу. А результат у Танюши превзошел все ожидания. Перескакала даже старшего брата. Я стреляла, и у меня 20 баллов. А ты до этого стреляла хоть раз? Она даже ни разу, вот у меня пока Родион ходил, у него был пистолет. Он стрелял как бы по баночкам там вместо мишени. Таня тоже пыталась попробовать, но очень тяжелый, да, был пистолет. Не попадала же ты в прошлый раз. А вот такое оружие она держит впервые. Я думаю, тоже было тяжелое, да? Результат хороший. Я очень удивлена. Лично я не попала ни разу, когда я пробовала, да? Помимо этого, Танюша, как и брат, а также другие активные ребята из Водного участвуют в акциях по озеленению родного поселка, а также города Ухты, ну и занимаются спортом. В планах еще и плавание. Но теперь у ребят будет небольшой тренировочный перерыв. В июле самые результативные ученики «Спарты» начнут готовиться к своим мини-олимпийским играм. В августе к 90-летию поселка Водный тут пройдет спартакиада среди поселковых команд муниципалитета.